3 апреля 1989 года студенты и профессорско-преподавательский состав грузинского сектора Абхазского государственного университета объявили забастовку и выдвинули ряд ультимативных требований, в частности, освободить ректора Гварамия и преподавателей Государственного университета, подписавших Лыхнинское обращение, прекратить преподавание истории Абхазии в школах, включить в приемные экзамены при поступлении в университет предмет по истории Грузии и так далее. 3 апреля 1990 года был принят закон Союза СССР о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР. В соответствии с этим законом, в случае выхода Союзной Республики из состава СССР, автономные формирования и компактно проживавшие инонациональные этнические группы обладали правом самостоятельно решать вопрос о пребывании в составе СССР. Законопроект был разработан и принят по инициативе и при непосредственном участии депутатской группы так называемых автономистов во главе с Владиславом Ардзинбой. 3 апреля 1992 года войска Госсовета Грузии подошли к границе Абхазии, где позже произошли боевые столкновения, в результате которых погиб военнослужащий отдельного полка внутренних войск Абхазии Джон Агрба. 3 апреля 2003 года в Сухуми открылся фольклорный фестиваль народов Абхазии «Искусство во имя мира и согласия». Фестиваль был посвящен десятилетию независимости Абхазии. В концерте участвовали абхазские, русские, армянские, украинские, мигрельские, казачьи, греческие, еврейские, польские, татарские и эстонские самодеятельные коллективы. 3 апреля 2010 года в Сухуми принято решение о создании общества абхазско-российской дружбы и избран оргкомитет из 20 человек. 3 апреля 2012 года состоялось первое заседание сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия 5-го созыва. По итогам тайного голосования спикером парламента был избран Валерий Бганба. Я считаю основной задачей парламента создание правовой основой для развития государства, экономически сильного, социально ориентированного правового государства. Вице-спикерами стали Адгур Харазия, Отари Цвижба, Эмма Гамисония и Вагаршак Касян. 3 апреля 2012 года президент Абхазии Александр Анкваб заявил на первом заседании вновь избранного парламента о том, что депутаты парламента 5-го созыва будут достойно служить своему народу. 3 апреля 1897 года родилась Доминика Эшба, врач-хирург, заслуженный врач Абхазии. Работала врачом-ординатором Сухумской первой городской больницы имени Остроумова. Во второй городской больнице была заведующей хирургическим отделением, заведующей онкологическим отделением. Специалист высшей квалификации Доминика Эшба избиралась депутатом Верховного Совета Абхазской АССР. 3 апреля 1936 года родился Шалва Гицба, народный артист Абхазии, кавалер ордена Ахтябша, выпускник Тбилисского театрального института имени Руставели. Шалва Гицба – создатель Народного театра в новом районе Сухума. В 2001 он стал директором и художественным руководителем Ткварчальского государственного театра комедии имени Шараха Пачалия. На сцене Абхазского государственного театра им созданы образы жениха в «Кровавой свадьбе» Лорки, Османа в «Горянке» Гамзатова, Марытхуй в песне о скале Шинкуба, Тигра в переполохе в лесу Джопуа, Фамусова в горе от ума Грибоедова, Керантуха в последнем из ушедших Шинкуба и многие другие. На сцене Ткварчальского государственного театра комедии артист создал образ Гудыма по пьесе Гуля «Призраки» в собственной постановке. 3 апреля 1937 года родился Заур Авицба, языковед, второй ректор Абхазского государственного университета. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук защитил в 1969-м. Тема диссертации – «Модальные аффиксы в глаголе абхазского языка». Работал преподавателем абхазского языка, а также партийных органах, в частности, вторым секретарем Сухумского горкома партии.
3 апреля 1939 года родился Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета, вице-президент Российской академии наук, доктор математических наук, почетный гражданин Республики Абхазия, кавалер ордена Ахтябша первой степени за большой личный вклад в сохранение и развитие высшего образования в Абхазии и подготовку кадров для Республики Абхазия. Во время грузино-абхазской войны Виктор Садовничий предоставил многим студентам из Абхазии возможность продолжить высшее образование в Московском государственном университете. Весь послевоенный период поддерживает тесное сотрудничество с Абхазским государственным университетом. За последние 10 лет в день 3 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году – это 19 градусов. Самая же низкая в 2012 – 6 градусов.